Обман в благотворительности – самый мерзкий и циничный вид мошенничества. Кто зарабатывает миллионы, создавая фейковые интернет-страницы больных детей. Как распознать фальшивку и где заканчивается благотворительность и начинается бизнес. Аферисты играют на добрых чувствах и лишают последней надежды тех, кто в трудный момент остался без поддержки. Еще обиднее и тяжелее, когда речь идет о страданиях ребенка. Чаще всего так называемые интернет-попрошайки наживаются именно на больных детях. В соцсетях также появились аккаунты, в которых начали разоблачать таких аферистов. Для сравнения, есть подлинные странички и странички-фейки. Слова, разрывающие сердце, что ни строчка, крик о помощи, наполненный страданием. Одним только кликом они воруют не только пожертвования, но и жизни. И эта виртуальная зараза распространяется со скоростью эпидемии. Сетевые мошенники собирают гигантские суммы. Вот только куда они уходят? Но мир не без добрых людей, и многие сердобольные жители, грубо говоря, ведутся на авантюристов узкого профиля. Честно говоря, не понять этих людей, и в голову никогда не приходит такая мысль, что это может быть какой-то обман, потому что это на самом деле, особенно когда это касается детей, это святая тема, и даже не хочется верить в то, что это может быть что-то подстроенное или мошеннические какие-то действия. Каждый мусульманин должен избегать обмана, мошенничества, предательства, лжи, какую бы пользу или выгоду она не принесла. С точки зрения ислама, мусульманин должен стараться быть независимым, ни у кого ничего не просить. Поэтому та категория, которая увлекаются и сделали из этого работу, пророк Мухаммад ﷺ сказал, если человек без надобности попросит, то есть он сам не нуждается, но он сделал из этого работу, то Аллах в судный день покроет его лицо позором. В другом хадисе сказано, что если человек будет без надобности просить, то Аллах откроет перед ним врата нищеты, то есть врата бедности. То есть никак он не разбогатеет тем богатством, теми деньгами, которые он будет просить и выпрашивать у людей. Для тех, кто все же решил дать сах, существует много способов. К примеру, в одном из столичных магазинов почти в каждую пятницу можно получить бесплатный хлеб. Разумеется, инициатор такой акции всегда остается за кадром. А люди, которые действительно не могут себе позволить простую буханку, искренне радуются. Хотя чаще бы химия оплатить делать на нахтабох, усвахдалу из чего и цвена чего, что меня уже хрестунс, мухоли вторую елу жуатерсак, что аккурдал садика хрестун, шимолу хаалц, я ушида эрдавот шорт. С миру по нитке. Киберпопрошайки действуют разными схемами. Самая популярная и стандартная – звонок на мобильное от имени лжесотрудников банка. Подобные преступления буквально захлестнули страну. Пострадавших тысячи. Люди сами раскрывают аферистам номера, пароли, разговаривают с преступниками, несмотря на предупреждения банков о том, что их сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию. Понимаете, я уже знаю, что вы мошенник. И наш разговор записывается и будет передан в полицию. Хорошо, и что будет далее? Не знаю, полиция пусть разбирает. Некоторых мошенники донимают звонками по нескольку раз. Цель – наши деньги, средства – наша же растерянность. При этом мошенники могут знать ваши паспортные данные и в каком банке у вас деньги. Хамзат Гулиев с подобным видом вымогательства хоть и не сталкивался, но осадок после аферистов остался. Недавно его страницу во ВКонтакте взломали и написали всем друзьям, что якобы у парня проблемы и срочно нужны деньги. Мошенники, они уже сформировался опыт, да, таких вот проделок. И я считаю, что вот я сам, конечно, велся много раз, но не желаю людям такой доверчивости, как мою, то есть, да, такое доверительное отношение ко всему. Бизнес на сочувствии давно вышел за рамки. Мошенники везде, особенно в интернет-магазинах. В наше время делать покупки на диване – одно удовольствие. Только вот как бы не обжечься, ведь после предоплаты найти виновника будет сложно. Чуть не столкнулся с этой проблемой Магомед Амин Султыгов. Правда, тут парень был уже наслышан о хитростях, к которым часто прибегают интернет-воришки. Я хотел заказать одежду с определенным брендом, но потом мне показалось что-то подозрительным, потому что в отзывах люди скидывали фотографии, там не соответствовало немного. Я просто проверил данные некоторые, которые на сайте были записаны, прошел по налоговой, и там эти данные не подтвердились. На самом деле есть много таких способов, допустим, некоторые копируют официальные сайты. В таких случаях нужно просто проверять ссылки, они могут изменить одну просто букву в ссылке и сделать точную копию сайта. Тоже можно таким образом выяснить,
настоящий ли бренд или нет. В большинстве случаев интернет-мошенничество остается безнаказанным, так как пострадавшие просто не реагируют на преступления. Однако сотрудники правоохранительных органов призывают тех, кто попался на удочку, не молчать и обращаться в МВД. По итогам 8 месяцев текущего года наибольшее количество преступлений, совершенных с использованием сети и интернет, составляют объявления с использованием торговых площадок, соцсетей и интернет-сайтов о продаже товара, имущества, либо оказания услуг под предлогом перечисления предоплаты, либо полной оплаты. Кроме того, сотрудниками полиции задокументированы хищения с банковской карты потерпевшего по звонку на мобильный телефон с введением в заблуждение потерпевшего по вопросу обслуживания карты, либо блокировки. Истина одна – лучше не кормить мошенников. Так их, возможно, станет меньше, ведь попрошайничество просто выбранный ими путь заработка. Если все же искренне кому-то хочется помочь, лучше встретиться с нуждающимся, узнать про диагноз, где поставили, и тогда вместе с волонтерами вы действительно сможете спасти чью-то реальную жизнь. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.